В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Ограничения по коронавирусу усилят в Вилюйском и Мегино-Кангаласском районах. Сколько всего случаев COVID-19 выявили в регионе сегодня? В ближайшие дни в северные районы Якутии полностью завезут социально значимые продукты. Разноцветные гирлянды и снежные фигуры. Поселок Угаян Алданского района преобразился в преддверии Нового года. Ограничения по коронавирусу усилят в Вилюйском и Мегино-Кангаласском районах. За сутки в регионе выявили 179 случаев коронавируса. Это данные регионального оперштаба. В Якутске 70 заболевших. Напряженной остается ситуация в Мирнинском, Нюрингринском и Алданском районах. Там от 13 до 15 случаев. В Мегино-Кангаласском районе 8 заболевших. От 1 до 7 случаев зафиксировали еще в 20 районах Якутии. Что же касается Мегино-Кангаласского и Вилюйского районов, то необходимо обратить внимание, то сегодня в этих районах действительно необходимо принять ряд мер по усилению противоэпидемиологических мероприятий в связи с тем, что появились ряд случаев, которые нарушают стабильную обстановку, которая была в Вилюйском, например, Улусе. На настоящий момент районным штабом Вилюйского района приняты решения о приостановлении практически всех мероприятий, которые планировались в связи с новогодними праздниками. Вакцину «Эпивак Корона» получили более 600 медработников в республике. Иммунизация проходит в Якутской городской больнице номер 3. Подробности у Полины Долинской. Вакцина «Эпивак Корона» разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Первая партия в количестве 1200 доз получена медиками Якутска и в скором времени будет направлена в районы республики. Вакцина эта безопасна, она приготовлена из компонентов, которые не содержат абсолютно живого возбудителя. И она рекомендована пока что для лиц до 60 лет. Но в ближайшие дни мы ожидаем, что показания к вакцинации будут расширены. По поручению главы в медицинских организациях развернуто 39 прививочных пунктов, 5 из которых располагаются в городе Якутске. Иммунизация первой группы приоритета началась уже сегодня. Перед началом вакцинации для пациента проходит специальное анкетирование, где он отвечает на вопросы о своих хронических заболеваниях, а также по общему состоянию своего здоровья. При положительном заключении врача пациента направляют на прививку. Одними из первых ее получат те, кто вошел в группу риска – работники здравоохранения и сотрудники Роспотребнадзора. Далее – работники транспорта, торговли, государственные и муниципальные служащие. А уже в первом квартале 2021 года будет проведена иммунизация более широких слоев населения. Коронавирусная инфекция, она представляет опасность, и хочется защитить себя. Тем самым я защищаю не только себя, но и своих близких. Сама вакцинация проходит двукратно. Вторая дача вакцины осуществляется через 2-3 недели. Иммунитет начинает вырабатываться именно после второй прививки. Полина Долинская, Семен Семенов, Якутск. Пожар произошел в центральной районной больнице в селе Батагай. На момент прибытия пожарных с кровли здания шел дым. В больнице в это время находились 30 человек персонала, которые эвакуировались самостоятельно. Через час пожар потушили полностью. Огнем повреждено потолочное перекрытие строения. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В ближайшие дни в северные районы Якутии полностью завезут социально значимые продукты питания. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства республики Василий Афанасьев. Уже доставлено 46 тысяч килограммов продуктов. Сегодня и завтра будут сделаны последние зеленые рейсы в Момский и Усть-Янский районы. Туда доставят 11 тонн овощей и фруктов. Цены на газ и электричество вырастут в Якутии. Об этом заявили на заседании коллегии и общественного совета Госкомцен Республики. Тарифы на электричество для населения будут повышены на 5% с 1 июля следующего года. Для остальных потребителей тарифы на электроэнергию Якутскэнерго вырастут на 15%. Подорожает и газ. Это произойдет также в июле. В среднем цены на голубое топливо увеличатся на 4,75%.
Стоимость проезда в столичных автобусах подорожает в среднем на 2 рубля с 1 января. Информацию подтвердил директор «Союзавто» Андрей Косицкий. Так, проезд за наличный расчет обойдется в 30 рублей. Также на 2 рубля повысится цена по транспортной карте с 23 до 25 рублей и банковской карте с 28 до 30. На 1 рубль увеличится стоимость по проездным билетам, а по картам «Спутник» тариф остался на прежнем уровне. Это 23 рубля. Такое решение было принято из-за повышения НДС, цены на топливо и запчасти. Грузоподъемность ледовой переправы через реку Алдан на трассе Колыма увеличена до 30 тонн. Для безопасности и предотвращения опасных ситуаций водителям рекомендуется соблюдать разрешенную грузоподъемность. Дальнейшее увеличение до 40 тонн запланировано на 11 января. В Алёкминском районе чествовали тех, кто борется с новой коронавирусной инфекцией. Многие врачи работают в красной зоне с самого начала пандемии. Свой вклад в общее дело внесли и предприниматели района. С настоящими героями пообщалась Елена Фаст. В предновогодние дни в администрации Алёкминского района отметили тех, кто внес свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Главное внимание – медицинским работникам, тем, кто с первыми пришел в отделение, чтобы оказывать помощь. Мне сказали, как пойдешь работать, я сразу согласился. Потом, не посоветовавшись даже с семьей, потом много от них получил, много. Да, от семьи, что не советуешься с ними пошел в красную зону. Сегодня ситуация стабильна тем, что есть понимание, как и чем лечить. Медики готовы. Готова сама система. Жизнь стала входить в привычное русло, просто по-другому. Работала в инфекционном отделении, понимала специфику, куда иду. Решила узнать, что это такое. Тогда все с нуля. Всем приходилось решать задачи, которые ранее не проходили. И только благодаря взаимодействию можно было решить их сразу. Ко мне обратились за помощью кормить тех, кто будет помещен в обсервацию. Мы кормили 3 раза в день. Во-первых, кто, если не мы, скажем так, да, и мои возможности, я могла оказать такую помощь. До полной стабильности еще далеко, а маски стали привычным элементом одежды. Тем не менее, впереди добрый праздник, время исполнения желаний. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. В Якутске набирает обороты акция «Твори добро», которую запустили жильцы одного из домов 203-го микрорайона. У себя во дворе под елочку они положили сертификат на покупку телевизора для дворника. Так они отблагодарили его за добросовестный труд. К акции добра начали присоединяться и другие горожане. Подробности у Юлии Михайловой. Евдокия Дмитриевна трудится дворником уже много лет. Совсем недавно с легкостью содержала в чистоте и порядке дворы еще 2 домов. Теперь в ее ведении остался 1 дом. Видать, возраст, она стала убираться только на этом доме, и те 2 дома оставила. И вот жильцы тех домов в прошлом году, они уже, без вот такого челленджа, они собрали тоже деньги вместе с нами, они в прошлом году тоже дарили подарок. Евдокия Дмитриевна – одна из немногих женщин-дворников в столице. Работа тяжелая, особенно зимой, когда приходится содержать двор в чистоте, несмотря на крепкие морозы. В этом году холодно и много снега. Снега выпадает больше месячной нормы. С каждым годом осадков все больше и больше. Мы очень рады, что вы у нас работаете. Хорошо убираетесь, и люди очень благодарны и вам, и ценят и нашу управляющую компанию. Поэтому позвольте вас еще раз поздравить, вручить вам вот такое благодарственное письмо. Письмо от Совета дома и от управляющей компании. И от всех нас вручить вот такой скромный подарок, денежный, который вы можете потратить на все, что вы хотите. Спасибо. С позаранку и в зной, и в холод Евдокия Дмитриевна убирает свой двор. Это 3 подъезда новостройки. Скромная и большая труженица. Так они отзываются все жильцы дома. Я вот выхожу рано на работу, да, и всегда она подметает. Всегда у нас урны убраны, всегда мусор там, то, что ветер раскидает. Все всегда на своих местах. Тротуары, все чистое. Поэтому мы решили присоединиться к этому челленджу. Мы слышали, да, что в городе Якутске у нас такое проходит, и мы решили присоединиться и также поблагодарить нашего дворника за все ее
всю ее работу. Наверное, именно от старательности дворника. В самом доме царят уют и чистота. Лифт дома с самого заселения жильцов превратился в арт-объект. Еще активисты дома устраивают различные праздники для жильцов. Один из любимых у детворы – конкурс рисунков и утренники с Дедом Морозом. Поэтому участие в челлендже «Твори добро» поддержали всем миром. Юлия Михайлова, Георгий Григорьев, Якутск. Чтобы чудесная сказка стала явью, нужно создать соответствующую атмосферу, убеждены жители поселка Угаян Алданского района. В преддверии Нового года отдаленный уголок преобразился в разноцветие гирлянд, будто ожили снежные фигуры. Подробности у Татьяны Вахниной. Почти в сотни километров от районного центра на берегу скованного льдом батюшки Алдана ярко сияет разноцветие огней. В предновогоднюю пору до неузнаваемости преобразился маленький поселок Угаян. Эти кадры на мобильный телефон сняла жительница Угаяна, библиотекарь Светлана Евдокимова. А в создании убранства принимают участие и стар, и млад. Несмотря на пандемию, настроение новогоднее. В Угаяне проживают порядка 400 человек. Дома жителей располагаются на 3 улицах. В предновогоднем убранстве каждый двор становится неповторимым самобытным царством. Территории, фасады домов и построек хозяева начинают украшать еще в первых числах декабря. Несмотря на холода, семья Исаковых готовится к конкурсу. Накануне Нового года в Угаяне объявляется множество конкурсов, как на самый оригинально украшенный двор, так и на красивейшую улицу. Семья Исаковых участвует в конкурсе «Лучший новогодний двор». Над созданием снежной композиции глава семьи Андрей Анатольевич работает споро. Вот мы каждый год участвуем в таких конкурсах, которые организует организация МОБЭР. У нас есть маленькие дети, внучка, поэтому для себя и для конкурса вот каждый год делаем снежные фигурки. В состязаниях жители участвуют активно, с гордостью представляя гостям и судьям созданное великолепие. Впрочем, первоначальный энтузиазм продиктован отнюдь не желанием победить. В атмосфере ожидания праздника хочется в первую очередь погрузиться в волшебство. Татьяна Вахнина, Алданский район, поселок Угаян. К этой минуте у меня пока вся информация. Берегите себя, не забывайте про маски и перчатки. До новых встреч!